Сухумском морском порту вовсю кипит работа. Грузовое судно из России через несколько часов отплывает в Крым с 3000 тонн щебня, добываемого в Абхазии. Соглашение о поставке инертных материалов в Российскую Федерацию было подписано еще в прошлом году в ходе 8-го Абхазо-Российского делового форума в Сухуме. В целом, Абхазия готова ежегодно поставлять до 1 миллиона тонн качественных инертных материалов. Республика Абхазия может и готова на сегодняшний день поставлять до 1 миллиона тонн качественных инертных материалов. Об этом сейчас мы тоже говорим в рамках Санкт-Петербургского экономического форума, который прошел в этом году не так давно. У меня была беседа с новым вице-премьером, который занимается вопросами Абхазии, Виталием Леонтьевичем Мутко, по вопросу снятия ограничений, а именно отмене лицензирования в отношении Абхазии. Такого рода письмо Геннадий Леонидович, премьер-министр наш, уже подписал на имя профильного вице-премьера. Будем надеяться, что этот вопрос тоже решится в ближайшее время, что даст возможность еще в большем объеме поставлять инертные материалы. В данное время только одна частная компания занимается поставкой материала. Щебень добывается в селе Пчап, в так называемом горном месторождении конгломерата. На этом рынке мы уже 5 лет. С экологами, конечно, мы все согласовываем. Наша фирма на деловом форуме Абхазско-Российском заключила договор с Российской Федерацией на поставку щебня. На сегодняшний день мы уже производим погрузку, вернее, и отправку 3000 тонн. Ну и общий объем, я думаю, мы отправим уже, так планируем, в следующем году, до конца следующего года. Помимо экономической выгоды, проект экспорта инертных материалов также будет способствовать развитию действующей инфраструктуры республики. Грузовые порты Абхазии готовы к обработке такого количества грузов, есть соответствующая техника и оборудование. Кроме того, чтобы увеличить возможности портов, сейчас ведутся строительные работы. У нас уже сдана в эксплуатацию причальная стенка в Ачимчирском морском порту и специализированная техника, современный портальный мобильный перегружатель, который в Ачимчирском порту позволит намного выше, чем в Сухумском порту, осуществлять и по скорости, и по объемам перевалки грузов значительно выше возможностей. Это суда вместимостью до 5000 тонн. При этом объемы переработки тоже приблизительно до 5000 тонн в сутки возможно сделать. Данный причал будет удлиняться, это можно увидеть. Сейчас ведутся строительные работы для того, чтобы можно было одновременно принимать 2 судна, что значительно также облегчит те задачи, которые перед нами ставят поставщики. Начало реализации соглашения о поставках в Российскую Федерацию инертных материалов положительно скажется на развитии экономики страны. И главное, расширение экспорта подтверждает конкурентоспособность Абхазии, считает доктор экономических наук Заур Шалаша. Я рассматриваю это его расширение экспорта как положительное явление, потому что любой вид товара, который выводится за пределы республики, это пользуется, значит, есть спрос на этот товар. Если спрос есть, значит, наша продукция является конкурентоспособной. То, что Министерство экономики Абхазии заключило договор с экономикой Республики Крым, это положительное явление, которое положительно скажется на имидже республики и на состоянии экономики Абхазии. Из Сухумского морского порта отправляется первая партия инертных материалов. До конца года в Крым будет отправлено до 200 тысяч тонн. Всего, согласно договору, до конца 2019 года в Россию будет поставлено порядка 600 тысяч тонн щебня. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.